Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся для обсуждения наиболее важных проблем Осетии. И сегодня мы будем говорить о развитии кинематографа в Республике Северная Осетия Алания. Итак, у нас в гостях Вячеслав Маратович Гулуев, председатель правления Североосетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Валерий Заурбекович Царьев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, актер кино, режиссер-постановщик Северо-Осетинского академического театра имени Тхапсаева. И Алик Бачариевич Пагаев, актер Государственного конно-драматического театра «Нарты». Здравствуйте, уважаемые гости. Кинематограф – это одна из таких главных составляющих нашей культуры. Действительно, кино, оно формирует и мировоззрение общества, и воспитывает общество, поднимает острые социально значимые вопросы. Но, с другой стороны, есть мнение, что кинематограф находится в определенном кризисе, особенно то, что касается нашей республики. Наверняка уже в республике снимается не столько фильмов, сколько снималось ранее. Поэтому я бы хотел, чтобы мы поговорили о проблемах кинематографа. В принципе, стоит вопрос, да, вот в каком направлении развивать у нас кинематограф, что хочет увидеть народ, или что нужно показывать народу в целях поддержания духовности в обществе, нравственности. Можно ли перевести кинематограф просто в сферу коммерции и зарабатывания денег? Такие вопросы тоже ставятся у нас в средствах массовой информации. И первый вопрос я бы хотел задать вам, Валерий Заурбекович. Как бы вы оценили состояние осетинского кинематографа? Понятно, что у нас есть определенные тенденции в этой сфере. Вот на данный момент, вот вы наблюдаете со стороны наверняка, вы раньше снимались во многих фильмах, в последнее время, как мне кажется, это у нас фильмов не так уж много снимается. Вот ваше мнение. Ну, эта тема давно, после того, как Советского Союза не стало, конечно, и фильмы не стали снимать, потому что вот мои коллеги, они расскажут. Бывало так, что 2-3 фильма, да, в год снимали в Северо-Осетинской киностудии. 2 фильма снимали, полнометражных игровых фильмов. Игровых фильмов. В Осетии снимали. И в этих... Телевизионных. Телевизионные. Они были на прокате на центральном телевидении, то есть народ знал в Советском Союзе, кто такие осетины, потому что там и сценарии были связаны с нашей республикой. В основном там снимались актеры осетинские, хотя это было Северо-Кавказское телевидение, но туда приглашались и артисты других республик. Но самое интересное, вот прошло время, и так интересно, в то время мы думали, что мы снимаем слабые фильмы. Было такое ощущение, что по сравнению, там, скажем, большими художественными фильмами, нам казалось, что телевизионные фильмы как-то не очень. Но сегодня прошло время, мы поняли, что, оказывается, мы снимали очень хорошие фильмы, добрые фильмы. И там было всегда... Ну, до сих пор смотрят их. До сих пор смотрят, я поэтому говорю. И самое интересное, что в этих фильмах всегда была и пропаганда национальной культуры, пропаганда была национального языка. То есть эти фильмы были жизнеутверждающие, и мы понимали, что такие фильмы нужны обязательно. Потому что, может, это был и госзаказ, но, с другой стороны, они не были оторваны от этой республики. Здесь они снимались, были осетинские артисты, и как-то и сценарии были связаны с нашей землей. То, что сегодня происходит, я думаю, что сейчас расскажут. Конечно, вот переломный момент, когда уже и Союза не было, и первые 20 лет, может быть, чуть больше, люди не могли понять, что дальше делать. Потому что любой фильм – это всегда финансирование. Скажем так, у нас... Также остались много талантливых режиссеров, талантливые артисты. Природа никуда не исчезла, скажем так, да. Но чтобы снять фильм, я думаю, что там нужно вложения какие-то большие. А когда говорят вложения, то даже говорят, а как мне получить обратно свои деньги? Голливуд отбивает свои деньги, но это другая история. Я думаю, что если по этому пути пойти, чтобы фильм окупал себя, я думаю, мы больше ничего не снимем. Потому что, как и в театре, спектакль никогда себя не окупит. Это не потому, что не хочется, но это такая история. Да и литература, скажем, книгу выпускаешь. То есть искусство на сегодняшний день и в советское время также было. Поэтому была господдержка, всегда была поддержка, потому что он себя не окупает. Если поставить на чисто коммерческие рельсы, я думаю, что в ближайшее время никто снимать-то ничего не будет. Алик, а я у вас хотел бы спросить, вы снимались во многих фильмах ранее, сейчас вы немножко в другой сфере, конно-драматический театр «Нарты». На ваш взгляд, вы тоже имеете возможность наблюдать со стороны на развитие кинематографа у нас. Что мешает снимать качественное кино в республике? Как сказал Валерий Заурбекович, в основном финансирование. Я так тоже думаю.
денег нет на это дело в республике, я так понимаю, пока что. Ну, с Божьей помощью, может, попозже появятся эти деньги. А так у нас почему? У нас есть все возможности, как сказал Валера. Актеры талантливейшие, режиссеры есть, те же сценаристы есть, те же художники, постановщики наши талантливые. Почему не снимать? Есть возможности, кроме как финансирования. Я так думаю. Не знаю, мне почему-то так кажется. То есть вы считаете, что это главная причина? Вот в нашей республике, я считаю, это главная причина. А то, что касается специалистов, есть ли у нас Есть у соответствующие нас. и специалисты, есть и актеры, есть и Почему всё? нет? Почему нет? Есть. Есть у нас хороший оператор еще с той советской школы, тот же Миша Немыский, те же режиссеры, которые раньше снимали. И молодых режиссеров у нас, слава богу, хватает. Сейчас я точно название фильма не назову. Мой коллега, народный артист нашей республики, Алик, он мне недавно рассказал, что их фильм попал в конкурсную программу Каннского фестиваля. Это же тоже как бы Характеризует, да. прорыв какой-то. Хотя фильм небольшой, с небольшой финансовой составляющей, но, наверное, сам что-то посмотрели эти товарищи, которые в жюри сидят и отбирают. Я так думаю, не знаю. Есть у нас талантливых людей, в Осетии всегда хватало. И сейчас у нас их есть. Молодежь тоже растет. Почему нет? Ну, с одной стороны, действительно, у нас, может быть, не так финансируется, как хотелось бы. С другой стороны, чисто коммерческий подход, я полностью согласен, он неприемлем, хотя бы потому, что вложение, инвестиции в кинематограф – это инвестиции в культуру. А то, что мы вкладываем в культуру, это в любом случае окупается, потому что это вложение в людей. Конечно. Конечно. Там может быть не финансовое, но то, что ты подготовишь поколение и... Поколение культурных людей. Это вообще бесценно, я думаю. Туда надо Конечно, вкладывать. конечно. Безусловно. А Вячеслав Муратович, а на ваш взгляд, нуждается ли осетинский кинематограф в государственной поддержке? Да не только осетинский, вообще российский кинематограф нуждается в господдержке. Понимаете? Но господдержка идет со стороны Министерства культуры Российской Федерации, правительства Российской Федерации. Потому что есть фонд поддержки кинематографии Российской Федерации, есть Министерство культуры. Туда выделяется около 8 миллиардов рублей на кинематограф. Но, к сожалению, вот в этих Министерство культуры и Фонд развития кинематографии надо участвовать в конкурсе. А чтобы участвовать в конкурсе, для этого, так сказать, нужны соответствующие сценарии, потом там тематика определенная, понимаете, в чем дело. Поэтому вот, к сожалению, вот наши товарищи здесь, Северного Кавказа и Северной Осетии, не участвуют в этом конкурсе. Единственный, кто участвовал в этом конкурсе, конкурс у нас бывает художественного кино и документального кино. Но в документальном кино у нас прорыв. Там мы участвуем, там получаем гранты, там получаем субсидии, все там нормально. А вот в игровом кино, вот за столько времени, вот только получил, так сказать, одобрение Министерства культуры Российской Федерации. Есть такой у нас талантливый режиссер, он и писатель, Аслан Галазов, который сделал картину, так сказать, вот его фильм «Ханты-Мансийский». «Ласточки прилетели», да? да? Знаете, Да. вот «Ханты-Мансийский» завоевал гран-при Международного кинофестиваля. Вот. Потом он игровое кино уже не снимал, но, тем не менее, подал вот 2 года назад свою заявку. Заявка была утверждена. Сейчас он снял картину, скоро мы ожидаем, что будет премьера полнометражного фильма по «Искандеру». Он снимал. Вот кто есть у нас, вот кто вот из писателей, там, из сценаристов, том, они все ожидают, когда у нас студия откроется, когда что-то у нас самих появится. Но уже не те времена. Да. Уже, к сожалению, не то время. Сейчас идет конкуренция между сценаристами, режиссерами, там, все в этом плане. Поэтому, если ты не будешь участвовать, сказать, вот в этом, сказать, конкурсе, то субсидий не будут. Только субсидии оттуда идут. Но единственное, что есть, это когда вот в самой республике, как у нас было раньше, я все время говорю, что у нас кинематограф, как вот Царев сказал, что мы снимали 2 игровых полнометражных телевизионных фильма. Но тогда всесоюзное телевидение обеспечивало, так сказать, эти фильмы финансами. Вот. У нас снимали картину на Северокавказской студии кинохроники 48 киножурналов, около 10 документальных фильмов, около 10 научно-популярных фильмов.
учебные фильмы. Это все, так сказать, это все было субсидировано из Москвы, из Министерства культуры. Сейчас, к сожалению, вот уже прошло 25 лет, когда сказали, что Финансирование все прекратилось. киностудии приватизируются, уже киностудий тоже нет. Вот. Нигде в Российской Федерации ни одна киностудия, так сказать, не работает. Ну, в том году в конце вышел указ нашего президента, вот, Путина, что по новой, чтобы киностудии обеспечили там то-то, то-то, то-то. В этом указе есть даже строка «Северокавказская студия игровых документальных фильмов». И вот мы ждем, когда это самое, как его заработает данный указ нашего президента. Вот. Республика очень заинтересована в этом деле, потому что вот сейчас идет такой приток молодых, талантливых людей, да. А им что делать? Студий нет, аппаратуры нет, денег нет, ничего нет. Они куда-то идут, где-то находят какие-то копеечки, да. И на своем энтузиазме снимают, так сказать, короткометражные фильмы. Ну, мы сейчас ожидаем, я об этом скажу еще, наверное, или скажу, что ожидаем, что наша студия все-таки заработает. Вот буквально вот. База есть, да? А? База. Там, где база, было? ну, пока база Северокавказская, вот где у нас база есть, там нормально, достаточно, там нужно какой-то ремонт сделать, там все привести в порядок, вот, и студия заработает. То есть вы связываете надежды с указом Владимира Путина, да, в котором фактически предполагается поддержка, в том числе и нашей киностудии? Мы еще, в свою очередь, в свое время было у нас выездное заседание секретариата Союза кинематографистов вот, в городе Нальчике. Вот. И там с Никитой Сергеевичем мы поговорили на эту тему. Вот. Сказали, что нам студия очень нужна на Кавказе. У нас же регион своеобразный, да. Знаете, там и Дагестан, и Осетия, Чечня, да. И Кабарда, все. Вот. И все они заинтересованы, все эти республики. Вот. Мы обратились к нему с письмом. Никита Сергеевич нас поддержал, но, к сожалению, в этот год у нас ничего не получилось. Но потом опять обратились к нему, председатели Союзов кинематографистов Северного Кавказа. Я подготовил это письмо, и он обратился, так сказать, к президенту нашей республики, Путину, пошел, и Путин подписал этот документ о возрождении на Северном Кавказе киностудии художественных, игровых, документальных фильмов, анимационных фильмов. Это письмо лежит с подписью Путина, адресованное Медведеву, но, к сожалению, уже прошло 4 лет, и пока ничего не сдвигается с места. Вячеслав Муратович, вы сказали о том, что в принципе есть такая возможность получать поддержку, государственную поддержку в виде грантов и так далее. Но в то же время у нас в республике наши деятели кино, они не участвуют, не подают соответствующие заявки, не участвуют в этих грантах. С чем это связано? Почему так происходит у нас? Вы знаете, там бывает очень много. Надо защитить свой грант. Там это все идет в такой, так сказать, форме, что одно дело подать заявку, другое дело защитить. Плюс к этому еще тематика. Вот сейчас очень большое внимание уделяется, есть даже указание, сказать, Министерства культуры, чтобы уделять внимание детскому кинематографу. Ну вот то, что Галазов выиграл, у него детский кинематограф. Так, вот, ну нет, у нас вот молодые есть, но нет, и энтузиазм у них есть. А но, детский кинематограф, вы имеете в виду фильм «Ласточки прилетели»? Или нет, что? фильм, который он снял. «Детство Чика», сейчас он снимал по Искандеру, снял картину. Вот, тоже детская тематика. Вот. Но наши не участвуют в этом конкурсе, потому что там определенные, так сказать, условия, там надо вносить определенную сумму денег. Вот чтобы, например, на полнометражный фильм подать заявку, для этого надо 1,5 миллиона внести своих денег. Это тоже молодым не по карману, понимаете, в чем дело. Поэтому вот когда студия будет, то через студию уже можно, так сказать, эти заявки спокойно подавать и делать. Вот. Ну, у нас и в прошлом году я участвовал в такой передаче. Конечно, вопрос не решится за один день, даже если будет подписан указ, пока нету базы, очень тяжело. Вот очень много людей, даже без образования, да, Вячеслав, хотят фильмы снимать, и сценаристы есть, и выпускники ВГИКа. То есть творческая молодежь есть, но нужна какой-то дом.
куда они могут собраться, где могут поделиться, где могут им подсказать, наверное, что-то. Направление, Поэтому, да. да, если В бы какую было, сторону конечно, двигаться. киностудия Правильно. была бы, конечно, по-другому все было. Другое дело, допустим, я давно это тоже говорил, когда уже пока не было возможности, сегодня нету, почему мы не используем ту площадку, как телевизионные спектакли. То есть задача какая? Чтобы пропагандировать в любом случае нашу культуру, да, язык, культуру. И слава богу, что вот у нас появилось такое телевидение, как вот НАЦ-ТВ. НАЦ-ТВ смотрят по всему миру, я так понимаю, да? Да, по всему миру. Почему не организовать здесь, в этих же условиях, какие-то фильмы-спектакли, пока готовится, допустим... Насколько я знаю, раньше это все было. Конечно. Ну, раньше как было? Фильм-спектакль, не помню. Снимали спектакли. Да, а фильм-спектакль – это, конечно, другая история. И я давно это уже помню, даже лет 25 тому назад я приходил тогда, что мы руководителю телевидения Федарову говорю, это вариант хороший, потому что на фильм-спектакль меньше денег уходит. Да. Потому что это, в принципе, тебе не нужно антураж снимать, тебе не нужно какие-то эти. И идею тогда поддержали, а потом, видите, как что получается. Поэтому мне кажется, чтобы и актеры не умерли, как в каком-то творческом плане, и чтобы все-таки какая-то была пропаганда национальной культуры. Вы не дадите мне соврать, у нас очень много прозаического материала, который можно инсценировать. У нас много написано, много историй написано. И, конечно, когда молодой человек делает заявку, скажем, в Министерство культуры Российской Федерации, а в заявке тема чисто национальная, конечно, очень тяжело всегда бывает пробивать именно твое чисто национальное. А так как сегодня у нас есть наше национальное телевидение, мне кажется, эти вопросы здесь можно спокойно решить, пока готовится киностудия. Валерий Зорбикович, я бы еще хотел такой вопрос вам задать. За счет чего наше кино может конкурировать с российским кинематографом, с зарубежным кинематографом? Ведь мы существуем сейчас в условиях рыночной экономики все-таки, и так или иначе кино это является таким тоже продуктом, который должен конкурировать и с отечественным, и с зарубежным, да, продуктом соответствующим. Вот можем ли мы в данном случае конкурировать? Потому что на сегодняшний день, да, действительно, у нас много снималось фильмов, и до сих пор их смотрят. Это действительно так. Вот лично я смотрю остинское кино до сих пор. Но в то же время многие смотрят, уже как-то, может быть, привыкли даже смотреть иностранное кино, зарубежное, или, может быть, даже российское, отечественное, да? Вот за счет чего мы можем конкурировать? Ну, давайте вернемся. Когда в театре мы ставим спектакли и готовимся к гастролям, обязательно у нас бывает национальная драматургия. Мы интересны самобытностью. Мы можем ставить и Шекспира, и кого угодно, но когда нету своего национального, очень трудно определить, кто эти люди. Потому что Шекспира играют все театры, да? Поэтому национальный материал, он интересен всем. Вот не дадите соврать, грузинский кинематограф. До сих пор. На чем он вышел? Только на национальном материале. колорите, да. Да, потому что нам интересен другой народ. Я не знаю, как, если кто бы ни был, снимают фильмы, а фильм как-то о другом народе. Да, мне интересно узнать... О другом народе, о другой культуре. О другой культуре. И поэтому у нас... Я даже не хочу говорить, но вам хочу сказать, тащут из нашей культуры. Столько лет, да, столько забирают другие народы, да, но у нас все равно осталось что-то, и над этим надо работать. Пропагандировать национальную культуру, национальные традиции, пропагандировать, кто мы есть. Они могут быть исторические, они могут быть современные, они могут быть какие угодно, но они должны быть связаны с нашим народом. И тогда мы интересны. Спасибо. Алик, а вы как считаете, может ли остинское кино на сегодняшний день... Я уверен в этом. Я уверен, что и с российским кинематографом может конкурировать, и с мировым. Но к этому надо подходить серьезно, на таком уровне, вот, ну, приблизительно как... Снимать на таком уровне, чтобы людям было интересно, это надо снимать на большом уровне, на уровне того же «Крестного отца», допустим. На уровне, вот последние сериалы идут «Лед и пламя» по Джорджу Марксу. Там... Ну, Голливуд мы не сможем Да, догнать. это понятно, но у нас, слава богу, есть очень много талантливых актеров. Финансирование нужно, да, но не обязательно в таких объемах. Я больше чем уверен, что чтобы фильм снять, это не так уж большая сумма нужна. Но потом, чтобы его раскрутить, вот это гораздо сложнее и больше требует финансов.
чтобы на мировой уровень его А вытащить. раскрутить вы имеете в виду на мировой уровень? На именно, мировой, да? конечно. А так почему нет? Допустим. А если его будет смотреть на уровне республики даже нашей, Да. или, может быть, на уровне Он Северного будет Кавказа, конкурировать. разве это не является успехом для Конечно, будет. фильма? Но, простите, что я прервал. Дело в том, что пока вот будем создавать Голливуд в Осетии, есть вариант пропаганды нашей культуры через 12 век, который смотрит я с весь тобой мир. согласен, Валерий. Поэтому, может быть, с чего-то надо 100%. начать. А потом, естественно, конечно, большие фильмы. Вячеслав даже смету даже может сказать, что стоит хороший фильм. Начать надо, вы знаете, я простой пример приведу. То, что у нас есть режиссеры, так сказать, почти мирового класса, они у нас есть. Даже Джусоева возьмите, там, других возьмите, Бурнацев, Гаспарянц. Рафаэль, Вот, и да. молодые я потом приведу. Но, вы знаете, мне кажется, что в республике надо как-то уделить внимание, так сказать, вот, развитию кинематографии. Вот. И этот вопрос ставился, я думаю, мы его скоро поставим перед новым руководством. Вот я вам приведу пример. Вот Якутия, я в Якутии. Якутия сейчас славится почти в мире. Они участвуют во всех международных кинофестивалях. Они с очень малого начали. Там в свое время правительство выделяло для развития кинематографии 6 миллионов рублей. 6 миллионов. Это местный бюджет, Они у да? себя начинали снимать молодые. Именно национальное якутское кино. Конечно, конечно. Плюс к этому, что они делают? У них почти в каждой деревне, в каждом селении есть свой кинотеатр. У нас, к сожалению, этого нету в Осетии. У сейчас нас есть, но появились сейчас. раз-два обчелся. В то время, когда это было, у нас было всего-навсего 2 кинотеатра в городе. Коммерческие кинотеатры. А в районах у нас этого не было. Вообще нет. И вот они свои кинофильмы на якутском языке показывают во всех этих кинотеатрах. Вот. И вы знаете, у них сейчас прибыль идет. Вот. Они вот, у них прибыль, и благодаря тому, что у них прибыль, они уже еще снимают фильмы. Конечно. Фильмы у себя. Сейчас, видимо, у них не 5 миллионов, может быть, республика больше, правительство больше выделяет. И я приведу пример такой, что у нас в республике в свое время вот, парламент решил, и правительство, конечно, решило, и глава решил, выделялись 5 миллионов рублей на развитие кинематографии. Деньги шли в Министерство культуры. Какие-то деньги получали молодые, кому-то субсидировали их, отдавали, сказать, чтобы фильмы снимали там, в этом плане. Но потом как-то у нас получился вакуум, и, к сожалению, сейчас ни копейки на развитие кинематографии не дают. Тем более, смотрите, молодые сейчас на своем энтузиазме находят где-то, так сказать, деньги, а без денег фильм не снимешь. Там каждый кадр – это финансы, понимаете? Поэтому без денег не снимешь, а каким должен находить, не получается, к сожалению. У нас есть много молодых, которые хотят снимать фильмы. Они приходят, и к нам приходят союз кинематографистов, и сами каким-то образом. Но у нас нет школы развития, к сожалению. Да. Каждый сам по себе. Вот. Я приведу пример такой, что вот в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, они при университете организовали кинофакультет, где профессором там был Сакуров. Есть такой известный кинорежиссер, во всем мире, так сказать, известный, все. И вот он приезжал из Питера туда и вел этот курс. Сейчас вот эти выпускники славятся, они в мировом масштабе. Балагова показывали в Каннах, там он получил приз, там не один, потом другой то же самое. Сейчас картину, есть такая, сказать, это самая Коваленко, которая снимала у нас здесь в горах, в Мизури, картину, полнометражную картину сняла. Там тематика остинская. Балагов сейчас заявил, что я, говорит, хочу на темы Осетии снимать фильм. Значит, у нас есть как что-то интересное, сказать, в нашей республике. Почему-то они хотят снимать. И вот ее картину сейчас послали в Канн, на Каннский фестиваль. Она будет участвовать в конкурсе. Коваленко, девочка. Вот, понимаете, поэтому какая-то школа нам нужна. Обязательно. У нас столько учебных заведений, что можно совершенно спокойно. Конечно, даже в колледже. конечно. У нас 3 колледжа, у нас Конечно. университет. Конечно, конечно. И вот задача у нас такая. Мы стараемся сейчас каким-то образом подготавливать молодых. Конечно.
Молодых надо. Потому что если киностудия наша заработает, то А кадров не будет? тогда что? кадров не будет. Знаете, То есть вот параллельно нужно все-таки заниматься и образованием, подготовкой кадров. Кадры. Никита Сергеевич выступал 6 лет тому назад, выступил, так сказать, у нас на пленуме в Москве и говорит, вы Вы знаете, имеете сейчас... Михалков? Ну да, Никита Сергеевич Михалков, да. Вот он выступал и говорит, вы знаете, сейчас проблема кадров в российском кинематографе. Потому что, ну, есть режиссер, а вот вторые, вот, допустим, второй режиссер, гример там, или осветитель, или там оператор второй и так далее и тому подобное, эти кадры ушли, потому что кинематографа, так сказать, в России уже не было. Вот. И они куда-то ушли. И говорят, надо сейчас нам подготавливать вторые кадры. То же самое у нас в республике должно быть. И вот приток молодых, которых надо готовить в ВГИК, высшие режиссерские курсы там, вот задача у нас такая стоит. А молодые у нас есть у нас талантливые. То есть в том числе направлять на обучение Да, в Москву конечно, и, обязательно. может быть, другие города. Одно дело, если я сам, другое дело, когда, так сказать, мастера или что-то познаешь, учишься. Вот это совершенно по-другому, так сказать, тогда молодые относятся и по-другому здания бывают уже, так сказать. Я имею в виду кинематограф. Это вот поэтому надо об этом очень сильно думать. Ну, Я думаю, что так получилось. Когда был Советский Союз, как-то этих вопросов не было, потому что легко было и на учебу отправить. То есть там как-то четко работало. И я с Вячеславом согласен, много талантливой молодежи. И не только в области кино. Я могу взять и в театральной, в музыкальной, в любой области культуры. Не подготавливаем молодежь, завтра оказываемся у разбитого корыта. И я даже пример приведу. В свое время, вот Вячеслав помнит, когда открывали актерское отделение при университете, тоже было очень много вопросов. Очень трудно было все это сделать. Да, а прошло время, я вам хочу сказать, сейчас в наших театрах республики, слава богу, что этот факультет существует, 50% актерского состава это выпускники. Почему? Потому что, во-первых, они и не собирались уезжать куда-то. Они здесь выросли. Родина дорога. И они любят эту профессию. И они хотят пропагандировать профессию свою на национальных корнях. Поэтому, мне кажется, какая-то школа обязательно. Она не очень проблемная, она не очень сложная. Было бы так, что если нет у нас учебных заведений, куда можно привязать, тогда проблема. Но я вам хочу сказать, если открывают в творческом вузе юридический факультет, я к слову говорю, почему невозможно открыть профильное? Это очень близкое туда. Поэтому, наверное, надо... Мне кажется, и желающие будут поступить, Конечно, и получить будет соответствующее желающие. образование. И это нужна программа республиканская. Я думаю, что если какие-то письма, я думаю, что да. Потому что огромных финансирований, чтобы открыть отделение, я не говорю факультет, но отделение можно. Я знаю этот процесс. А там особого сложного нету. Потому что наши училища, колледжи, они на местном бюджете. Естественно, мы не будем просить единицу у Москвы. Это всегда проблема, допустим, в университете или просить бюджетные места. А местный бюджет, я думаю, 20-30 человек совершенно... И набрать сборный курс. Да? Не обязательно чистых режиссеров. Там можно И сценаристов. И сценаристов. И операторов. И это было бы уже... Художников, постановщиков. От них уже... Ты же будешь видеть, когда они закончат учебный процесс. Если среди них есть какие-то талантливые, пожалуйста, даешь направление и уже заканчивают высшую какую-то школу профильную. Такая идея. А тут еще вот какая проблема есть. Мы от республики уезжаем в Москву на учебу. Да. Вот. Я каждого знаю, кто там учится у нас в ВГИКе там, и потом в других вузах то же самое, профильных, культурных вузах. Они потом обратно в республику не возвращаются, к сожалению. А куда они должны делать? А знаете почему? Потому что нет у нас студий, нет у нас базы. А если была своя северокавказская студия или северо-остинская студия игровых художественных фильмов или документальных фильмов, естественно, они бы сюда возвращались. Конечно. Вот. И вот, Значит, вот все-таки это... есть люди, которые уезжают в Москву у нас периодически и получают там образование высокого уровня. Да. И которые, в принципе, если создать им условия здесь у нас в республике, они могли бы вернуться, да. Могут даже преподавать здесь. Да. То есть кадры могут, педагогов мы можем найти. Да. Я вам хочу сказать, что зря мы так относимся, вообще всегда, кто уезжает.
как почти Йохор Сарды не час. Вот да. Да, тем более творческий человек. Он ищет, чтобы где-то реализовать свои творческие Да. амбиции, я не знаю, планы. Потенциал свой. Поэтому я не думаю, чтобы многие отказались не приехать, если будет работа. О чем вы говорите? Я бы попросил наших режиссеров, чтобы они подготовили нам результаты опроса. Мы провели опрос. А пока я бы хотел у вас спросить, Вячеслав Муратович, а вообще реально сделать так, чтобы сфера кино, она вышла на уровень самоокупаемости? Есть ли такие примеры у нас в других регионах? Вот вы сказали о том, что, Якутию. вы сказали о том, что в очень Якутии... тяжело, потому уже- что в Российской Федерации, вот сколько фильмов выпускают, да, вот из них, из общего количества, 8 фильмов себя только окупают. 8 фильмов. А фильмов 80, наверное. А фильмов около 100 фильмов, понимаете, в чем дело? Поэтому это очень трудный вопрос. Потому что прокат фильма, это сложный вопрос. Реклама. Потому что кинотеатры все в Закрыты. частных руках. И оправдать себя, но дело даже не в этом. Есть даже фильм себя не оправдает. Если это хороший фильм, вот посмотрите, вот «Сюрприз», картину показываем До постоянно. сих пор он актуален. Посмотрите, он давно себя оправдал. Он давно себя оправдал, понимаете? Давно, да. Потому что говорят, неужели у нас в Осетии такое кино снимали? А переход? Люди удивляются. Вот сейчас, когда начали показывать наше кино, то, что сделали, так сказать, на телевидении, все говорят, неужели это в Осетии снималось? Да. Понимаешь? И все с удовольствием говорят, давайте показывайте нам эти фильмы, показывайте нам. Мы хотим там это все смотреть. То же самое документальные кадры, которые сейчас используются во всех кадрах у нас. У нас используются, понимаете? Потому что с 1945 года, представьте себе, когда студия была здесь организована, Северокавказская студия кинохроники, сколько пленки снято. Да. Какая-то хроника. Сколько И материала, наше да? поколение это все должно знать. Они должны знать это все. Вот. Они должны Это расти на бесценный этом. материал. Конечно, конечно. Благодаря интернету сейчас есть возможность смотреть эти фильмы тоже. Нам вывели результаты нашего опроса. Я бы хотел, чтобы мы прокомментировали. Итак, мы задали вопрос в социальных сетях, какое кино вы предпочитаете смотреть. И получили следующие результаты. Зарубежное, так ответило чуть более 27%. Российское, так ответило чуть более 11%. Осетинское, так ответило 46%. Вообще не смотрю кино, так ответило около 14%. Почти половина предпочитает смотреть. Да, около национальное половины, да, Алик. Вот как бы вы прокомментировали, о чем это говорит? Не говорит ли это о том, что у нас действительно в обществе, Есть в Северной интерес к Осетии, нашему в Осетии в целом, да. кинематографу, все правильно. А смотреть почти нечего нового. Вот благодаря вот нашим старшим товарищам, то, что у нас багаж остался с советских времен, вот благодаря этим картинам, фильмам, и документальным, и художественным, и телевизионным, вот люди, вот половина тех, кто проголосовала, это, считай, голосуют за национальное кино. Да. Это говорит о том, что у нас в обществе это востребовано, 100%. А вот то, что касается вообще в целом наших фильмов, они наверняка, ну многие из них, по крайней мере, то, что я вижу, они есть в интернете у нас. Да. Но все ли наше кино есть в интернете, чтобы любой желающий мог зайти в интернет, задать тот фильм, о котором он Многих слышал, фильмов нету, посмотреть? Нету, конечно, в многих фильмах, но выход можно найти. Это от нас самих тоже зависит. Понимаете? Сейчас в Осетии, вот это, конечно, плюс для нашей республики, что почти в каждом селении уже сделали кинотеатры. Где-то еще достраивают. Дома культуры. Потом в те же. домах культуры то же самое. Ну, неважно. Поэтому, Вот я помню, в парке показывали у нас кино. Да, конечно, да, национальное да. наше кино. Одно Люди дело- приходили, смотрели. Одно дело с в интересом. интернете, но старшее поколение не очень-то смотрит интернет, понимаете? Младшие тоже, так сказать, молодые тоже не очень смотрят осетинское кино. А вот у нас задача, которую мы сейчас перед собой в Союзе ставим, мы хотим разъезжать по районам. Взять вот наши фильмы и по районам показывать их. В домах И культуры. плюс к этому еще брать тех актеров, которые еще, дай бог, они еще живые, режиссеров, которые есть, и публике, так сказать, вот зрителю показывать картины живыми актерами, там, режиссерами. Вот представляете, если перед фильмом выйдет, так сказать, режиссер или актер и расскажет, как все это было, что было, это какой интерес. Одно дело фильм смотреть. Вот мы в Доме кино показываем фильмы детям, да? И если фильм показываешь, то одно впечатление.
А если до фильма, это мы практикуем. У нас есть профессиональные киноведы и так далее, и тому подобное. Если мы перед фильмом говорим им, кто за режиссер, что он из себя представляет, какая тематика, что там. Короче говоря, характеристику данного фильма или вообще кинематограф поговорить до фильма. Все школьники вот так смотрят. Надо заинтересовать как-то. Да, конечно, конечно. Они все смотрят, и учителя удивляются, говорят, как они, говорят, тут, как им Реагируют интересно, вот этот самый, как его, познавательно, как это все дело, что делать, кто живой, чего. Вот в этом плане, понимаете? И вот это наша задача сейчас. Одно дело, телевизоры же не все смотрят. Не все. Вот, не всегда. А именно пропагандировать надо наше кино. Особенно то, которое было снято уже давно, которое мы уже не снимаем, к сожалению. Ну, нужно рассказывать об этом, потому что Конечно, молодежь, конечно. особенно Не знает подрастающие, эти фильмы, могут не видео. знать об этом. А если они Конечно. посмотрят один-два фильма, они могут увлечься, Конечно. им может понравиться. Наверняка понравится, как мне кажется. Конечно. И может не понравиться, потому что действительно это очень высокое качество. А как бы вы прокомментировали, Валерий Заурбекович, результат этого вопроса? О чем они говорят, на ваш взгляд? Очень приятно мне. Очень приятно. Ну, с одной стороны, мы проводили его на страницах Осетии и Рыштун, с другой стороны, на наших страницах тысячи подписчиков, тысячи людей, которые выражают примерно вот такую позицию. Очень приятно, потому что мы тоже участники этой истории, участвовали в этих съемках фильмов. И это правильно, потому что национальное должно быть, конечно, ближе ко всем. Я еще раз говорю, если мы не будем стараться, чтобы сохранить нашу культуру, а кино — это часть нашей культуры, то даже что и театр не будем сохранять, и язык не будем сохранять. Мне кажется, что сейчас это очень востребованная история, и всем, кто может, и руководство республики, и самые деятели культуры, и мне кажется, что-то надо придумывать, потому что, я же говорю, если еще 20 лет пройдет, мы вообще потеряем все, что у нас было. Сегодня хоть есть еще и люди, так скажем, профессуры существует. своего дела. И очень я поддерживаю идею о создании такого учебного процесса в республике. К этому времени, наверное, и дом появится, и как-то так надо всем миром, мне кажется, это надо возрождать. Вот извини, что перебиваю. Вот твое предложение вот на базе Да. национального телевидения. Это очень хороший вариант. Тоже хороший Очень история. хороший вариант. Особых финансирований там не Да. нужно. Особого Ну, это финансирования. нужно, наверное, как-то всем вместе собраться, Конечно. совместно обсудить и принять какие-то решения. Я всегда удивляюсь. Было время, скажем, да, ну, мало было людей. Ну, вспомним, даже на телевидении. И режиссеров мало было так-то так. То есть сейчас очень много есть возможностей делать что-то. Я уверен, когда в трудные времена, мы такой народ, в трудные времена мы собираемся и делаем что-то невозможное даже. Мне кажется, для кино сегодня очень Толчок трудно. нужен. Да, трудные времена. И я уверен, даже вот те же режиссеры, те же операторы даже безвозмездно готовы прийти и создать что-то для общего дела. Поэтому, мне кажется, нужен просто клич, нужен, я не знаю, Толчок Вячеслав, нужен. может, какая-то бумага нужна, чтобы Да. с чего-то начать. Тут еще вот что очень важно, вот, и мы стараемся это делать. Есть, вот. Дело в том, что чтобы поступить в такой вуз, как в ГИК или там высшие режиссерские курсы, нужно какое-то целевое направление. Конечно, а это деньги. А это деньги, потому что есть талантливые молодые люди, мальчики, девочки, которые, так сказать, хотят поступить, но нет у них возможности. Именно финансово. К сожалению, Материально, сейчас материально. все вузы, они, так сказать, платные. Коммерческие. Чтобы Ну, и там поступить- выход тоже можно Конечно, найти. ну да, но это очень редко. Поэтому нам республика помогает, но сейчас мы хотим, чтобы, так сказать, еще больше помогала, потому что желающих много поступить в вузы. Вот поддержки финансовой, вот, к сожалению, у них нету. Вот. Это тоже очень важно, понимаете. Если в свое время, как вот Валера говорит, что когда кинематограф здесь начался, то у нас своих кадров почти не было. Да. А приезжали, сказать, Чулюкин сюда приехал, жизнь ставшая легендой. Когда они начали там, понимаете, в чем дело. Грузинский кинематограф нам очень сильно, грузинские мастера помогали. И к тому времени Наши молодые подросли, наши, вот так поднимались и сами стали уже, так сказать, Мастерами. асами. Вот то же самое. Пока наше вот старшее поколение живы, пока у них есть энтузиазм, пока у них еще сила есть в этом плане,
Вот. Пока они могут передавать опыт, Конечно, конечно. конечно. Огромный Конечно. опыт, Да, который да, есть. да, да. Поэтому скорее нам нужна студия. Вот, студия нам нужна, чтобы... И на студии можно, так сказать, это самое, как его, и учебный процесс вести, Да. вот, и другие такие, и фильмы снимать можно. Кстати, чтобы- там эти помещения позволяют, чтобы там находился этот учебный процесс. Ну, конечно, там ремонт нужен, но Ну, тем вообще не менее, говорю. да, все позволяет. Да. Там все Ну, позволяет. наверное, нужно все-таки периодически как-то напоминать нашим органам государственной власти, чтобы они помогли в этом вопросе, и этот вопрос будет двигаться вперед. Вы уже на разных уровнях поднимали, тем более, эту тему, и Ну, вот надеемся у нас и дальше. новое правительство, так сказать, новый глава республики, я думаю, перед ним поставим вопрос, Подождем вот, до да, осени. Лучше чтобы они подождем до обратили на осени. это внимание. Обратили внимание. А пока Обязательно. начнем телевизионный Да, фильм, да, спектакль. да. Вот, Обязательно. Валера, то, что ты предложил, это очень хорошая идея. На самом деле, это реально, что можно делать. Знаете, здесь какая история? Ну, все смотрели спектакли Остинского театра, и не только Остинского Конечно. театра. Смотрели по ГТРК «Алане», да, в свое время. Но это как бывало? Приезжает выездная, вот это все, и снимают спектакль, живой спектакль. Живой спектакль – это совершенно другой грим, это совершенно другие декорации. То есть это спектакль. Его, когда показываешь на пленке, смотрится очень смешно, потому что непонятно, почему они так размазаны и почему в таких лохмотьях, скажем, да? Или декорации почему все бумажные. Поэтому это уже давно в практике, что телевизионный фильм-спектакль – это другое совершенно, когда мы знаем, что это только на телевидении, на пленку, и грим другой, и возможности намного другие. Мадофарм, Тем да. более сегодня, да? Тебе уже особых декораций не надо строить. Да. Ты поставил картинку, и Цифровой, полное да, ощущение, что человек находится, я не знаю, в лесу, на море, на корабле и так далее, и так далее. Но там особых денег не нужно. Мне кажется, что-то надо... А можно ли наши вот национальные сюжеты, какие-то, Так может быть, именно из национальные, национальной литературы, да? национальные. Я только за национальный Да, сюжет. да, да, да. Потому что, я еще раз говорю, в этой республике мы, деятели культуры, конечно, мы в первую очередь должны сохранять национальную культуру в его разных формах, и в музыке, и в языке, в литературе, где... Поэтому мне кажется, что... А кино — это что? Открываешь интернет, человек с удовольствием посмотрит, если это связано с твоим народом, с твоей культурой. Мы еще забываем, что помимо Осетии, я не знаю, сколько человек живет за рубежом, да, который здесь не живет, тысячи наших земляков. Десятки Более тысяч. 100 тысяч. Более 100 тысяч, да. Десятки тысяч. Как можно? Они же тоже хотят видеть что-то, да? Поэтому, мне кажется, вот Осетия — это база, по большому счету, да? Значит, отсюда должны мы как-то так закладывать какие-то хорошие проекты, чтобы и себя пропагандировать. А как по-другому? По-другому. И приносить радость еще нам самим, народам, живущим в Северной Осетии. Ну, действительно, это очень хорошая идея. И, наверное, с этого можно начать, с этих спектаклей, телевизионных спектаклей. Тем более их можно показывать и по телевидению, Конечно. и размещать их в Интернет. интернете, да, на сегодняшний Если день. национальное телевидение. Да, почему практически все, что показывают у нас на телевидении, это размещается сразу в конечно. социальных сетях, и люди могут ознакомиться с этим. Начать пока с малого, да? Я же не говорю, что большой там. Многосерийные, как это. Какие были мыльные оперы? Бразильские или аргентинские? нет? Аргентинские, Аргентин не бразильские, нужен нам таких. мексиканские. Но маленькие какие-то пока начать. Ну, я могу сказать, что лично для меня результат этого вопроса, он также очень неожиданный. Я не ожидал, что такое большое количество людей у нас желает смотреть именно остинское кино. Это действительно очень приятно. С другой стороны, вот около 27% они смотрят зарубежное кино, еще меньше смотрят российское кино, и часть даже вообще не смотрят кино, это примерно около 15%. Вячеслав Муратович, я вот хотел бы вам задать еще один вопрос в связи с этим. Вот у нас, я лично ожидал, что зарубежное кино смотрит больше людей. С другой стороны, вот в последнее время очень были такие примеры, когда люди выступали против показа каких-то отдельных фильмов, в том числе у нас в кинотеатрах республики. Да. И не только, кстати, в Северной Осетии, но и в других республиках Северного Кавказа, а может быть даже в Российской Федерации, в каких-то регионах были такие примеры. Вот с чем, на ваш взгляд, это связано? Почему люди выступают против показа каких-то отдельных фильмов? Ну, все кинотеатры, прокат в частных руках в Российской Федерации. Раньше такого не было. Кинотеатры все, которые были, дома культуры, это была общегосударственная, сказать, это структура. А сейчас прокат находится в частных руках. Естественно, они показывают фильмы, на которых можно больше заработать.
Да. Американское кино, другое кино и так далее и тому подобное. А российское кино редко когда увидите, понимаете, в чем дело. Поэтому этот вопрос ставится на уровне правительства России. Но, к сожалению, он до сих пор еще не решен, этот вопрос. Вот. Об этом говорят и у нас, и на пленумах, везде в правительстве говорят то. Но это, конечно, прибыльно для России, для нас тоже. Вот. Но приводят пример, что, вот, например, вот во Франции, там закон такой, что 30% обязательно показ французских фильмов. Национального. Остальное, пожалуйста, крутите, что хотите. То есть они поддерживают отечественный кинематограф. Да, такой вопрос тоже у нас ставился. Давайте мы сделаем ограничение, сколько-то процентов показывайте наше кино российское, сколько-то зарубежное. Но этот вопрос тоже до сих пор не решен. Понимаете, это Ну, как сложно. мне кажется, протесты связаны еще и с тем, что совершенно иные ценности, и по мнению многих общественных деятелей, эти ценности, они направлены на то, чтобы каким-то образом на разрушение сознания, на разрушение личности. Да. Вот с этим связывают многие угрозу, как мне кажется, и поэтому вот эти акции происходят у нас. Да, и еще в связи с этим, конечно, я бы вспомнил, что у нас и президент поднимал эту тему, президент России Владимир Путин, о необходимости принятия этической хартии. Насколько я знаю, она была принята, что в этой хартии были закреплены определенные правила, что они должны, фильмы, которые снимаются, должны соответствовать моральным требованиям. Да. И в то же время у нас показывают иностранное кино, в которых, может быть, не хватает этих моральных правил, да? Я бы хотел поблагодарить вас. У нас, к сожалению, время подходит к концу, и я тоже позволю себе подвести определенные итоги. Действительно, очень важно, чтобы была поддержка нашего кинематографа. Без поддержки нам будет очень трудно делать какие-то шаги в этом направлении. Очень хотелось бы, чтобы у нас наш кинематограф, он возрождался, особенно то, что касается нашей киностудии. И в этом смысле, конечно, уже определенные шаги предпринимаются. Это очень хорошо, что обращают внимание и на федеральном уровне. Есть указ президента. Это дает определенную надежду на то, что ситуация будет меняться в этом смысле. Но, тем не менее, как мне кажется, нужно периодически нашим органам государственной власти тоже напоминать об этой проблеме, с тем, чтобы они и в дальнейшем ускоряли решение этого вопроса. Ну и, конечно, образование. Без образования очень трудно создавать кино. Конечно, в этом смысле нужно заниматься подготовкой кадров. Да. Я бы хотел поблагодарить вас за участие в программе, за вашу позицию, за вашу работу. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания.